Она сегодня здесь не случайно. Отец Евгении Федоровой был военным врачом. Однажды ночью за ним пришли и без долгого следствия отправили в ГУЛАГ. Когда узнали, что он врач, то ему поручили ухаживать за всеми, кто там находится. И вот он очень многих спас. Места захоронений неизвестны. Имена тех, кого удалось установить, запечатлены на этих мраморных плитах. Но на самом деле жертв гораздо больше. Каждый год почтить их память и отслужить панихиду собираются представители всех религиозных конфессий. И вот на Архангельском кладбище в 4 неизвестных ямах лежат наших 2756 врагов народа. Среди них был наш известный писатель, режиссер, артист Карим Тинчурин. Василий Шейхразиев призвал помнить о страшных страницах. Эта дата – напоминание всем о трагических событиях в истории нашей страны. Это урок памяти, из которого необходимо сделать выводы. По всему Татарстану сегодня отдают дань памяти жертвам политических репрессий. В Нижнекамске отцов и дедов вспоминают потомки. Жили тяжело. Не одеться, не кушать, ничего не было. Но мы сами шили, сами вязали, штопали, все делали сами. Пусть с газет не льется больше ложь. Торжественный митинг и в Елабуге. В качестве мемориального комплекса раритетный вагон 1901 года. Именно в таких теплушках политзаключенных отправляли в ссылку. В Казани же памятник жертвам в Ленинском саду. Суть его идеи памятника, дабы не повторилось в наше время и последующее, это безобразие, мягко сказать, это жестокость не материализовалась, чтобы люди не теряли человеческий облик и человеческую сущность. 4 стелы с рваными краями и прерванные на разной высоте, как символ сломанных судеб, которых миллионы в России. Диляра Низамова, Амир Залюшев, ТНВ, Татарстан.